В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Как идет процесс выдачи полисов ОМС? Актуальный репортаж программы. Мусор горит и создает проблемы. На полигоне в селе Лахадзе спасатели ликвидируют возгорание. Задействован российский вертолет. Широколобый на сцене Русдрама. 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» в Сухуми. Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие чемпионата мира по футболу FIFA 2018. На торжественной церемонии открытия присутствовал и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, который в числе других глав государств наблюдал за ходом первого матча чемпионата сборной России и Саудовской Аравии. Российские футболисты победили с крупным счетом 5-0. Мы поздравляем их с этой победой и желаем удачи во всех других матчах мирового первенства. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прокомментировал указ президента Рауля Хаджимба о временном установлении безвизового въезда в Республику Абхазия иностранных граждан в туристических целях в связи с проведением на территории России чемпионата мира по футболу FIFA. Как отметил Даур Кове, в соответствии с указом все процедуры, которые предусмотрены нашим законодательством для въезда иностранных граждан в Абхазию до 1 августа приостанавливаются. Все иностранцы имеют возможность заезжать через КПП ПСО на территорию Абхазии. При этом Ковы пояснил процедуру обратного въезда в Россию с территории Абхазии. По его словам, если иностранный гражданин заезжает сюда с паспортом болельщика, то Российская Федерация разрешила на период проведения чемпионата пересекать границу по такому документу. Это своего рода виза. Если гражданин не обладает паспортом болельщика, то он должен иметь двукратную российскую визу, чтобы, заехав на территорию Абхазии, выехать обратно в Россию. Итогам работы за прошедшие 5 месяцев текущего года была посвящена пресс-конференция с участием руководства управления ГАИ Республики, которая прошла сегодня на площадке Арс Мира. Статистика свидетельствует, соблюдать правила дорожного движения наши водители не стали. Более подробно о статистике и новшествах работы ГАИ Абхазии расскажет Нисфа Аршба. Интерес к работе госавтоинспекции по-прежнему высок. Гражданам страны интересно знать практически обо всех нюансах деятельности сотрудников ГАИ. Батал Агрба не стал скрывать, проблемы есть. Взять хотя бы статистику. С ее помощью руководство ведомства и выявляет слабые места в работе. Данные за 5 месяцев текущего года констатируют рост правонарушений на дорогах. Процент ДТП по-прежнему остается высокий. Наше руководство страны и руководство Министерства внутренних дел поставило задачу вести реальную статистику дорожно-транспортных происшествий для того, чтобы сделать анализ, выявить те проблемы и решать их. Если не вести адекватную, правильную статистику, выявить те или иные проблемы, где тонко, где стоит усилить работу, где, скажем так, стоит чуть ослабить, рационально использовать все технические средства и силы, необходима правильная, четкая статистика в регистрации всех нарушений, дорожно-транспортных происшествий, лиц, которые попали в больницы, скажем так, какое количество людей погибло, какое количество людей ранено. Как бы эти цифры не пугали, но мы будем говорить о них и будем искать пути решения для того, чтобы снять эту проблему. Основными нарушениями, которые допускают водители, остаются превышение скоростного режима, неправильная парковка, тонированные стекла автомобилей. По-прежнему велико число тех, кто позволяет себе садиться за руль в нетрезвом состоянии, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. На дорогах нашей страны погибло 1437 человек, ранено 5537 человек. Вывод один. Безопасность на дорогах обеспечивается плохо. Этому способствует множество взаимосвязанных факторов. За период с января по май 2018 года выявлено 16 588 нарушений, из которых управление транспортом в состоянии опьянения 1050. Превышение скоростного режима движения 11 790.
Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года выявлено 13 642 нарушения. Тонировать передние стекла автомобиля можно. Норма максимально допустимого уровня светопропускания 75%. А вот лобовые стекла видоизменять никак нельзя. Что касается документов, в частности доверенности, по словам Батала Агрба, то она должна быть заверена соответствующим органом. Без этого никак нельзя. Что касается самой работы ГАИ, то кадровый голод налицо, отметил глава управления. И это не может не сказаться на работе госавтоинспекции в целом. Низкий уровень знаний личного состава ГАИ. Не секрет, что кадровый голод, испытываемый службой, напрямую влияет на качество ее работы. А в условиях, когда уровень знаний, мягко говоря, оставляет желать лучшего, качество работы стремится к нулю. Слабое материально-техническое обеспечение ГАИ. Эта проблема стоит перед ГАИ долгие годы. Многое сделано. Однако все еще ощущается нехватка как технических средств фиксации нарушений, так и транспорта, топлива, обмундирования. Камеры видеонаблюдения на республиканской трассе фиксируют нарушения вне зависимости от серии госномера и марки автомобиля. Это пояснение начальник управления ГАИ Абхазии дал в связи с вопросами журналистов об автомобилях правительственной серии 3А. Батал Агрба признал, что авто с такими номерными знаками попадаются часто. Очень высокие чиновники по автофиксации оплачивают штрафы, попадаются большое количество штрафов. Они пытаются объясниться, что приезжала та или иная делегация, которая им было необходимо, там, они двигались с сопровождением госавтоинспекции, но автофиксация не отличает. Административный кодекс для всех един, и аргументов для нас и для них нету, чтобы снять с их соответственность. В ближайшее время часть дорожных знаков заменят. Также на дорогах республики будут установлены новые. Всего в нашу страну доставят около 300 дорожных знаков. Кроме того, Министерство внутренних дел приобрело для ГАИ 10 алкотестеров. И это большое подспорье в работе, отметил Агрба. Новшеством в работе ГАИ Абхазии станет употребление нагрудных регистраторов, которые, согласно обещанию министра внутренних дел Гарри Аршба, уже поступили в ведомство. В данный момент среди сотрудников спецроты УГАИ и МВД проводится отбор по образовательному и психологическим данным. Какие пути выхода из сложившейся ситуации? Комплекс мер, на мой взгляд, один основополагающий. Мировая практика успешной работы по предотвращению транспортных происшествий в подавляющей степени свидетельствует о зависимости от использования современных технологий. В современных условиях и в наших реалиях добиться неотвратимости наказания без автоматизации процессов выявления нарушений невозможно. Еще одним новшеством в работе ГАИ в ближайшее время может стать контроль за процессом обучения автошкол Абхазии. Соответствующий проект ведомство уже направило в Кабинет министров. На данный момент таких полномочий у ГАИ нет. И это, по словам Батала Агрба, очень сильно сказывается на процессе обучения будущих водителей. Главный вопрос в преддверии летнего курортного сезона – авто с российскими номерами. Начальник управления ГАИ заверил, за мелкие правонарушения водителей будут предупреждать. В первый раз. А вот что касается серьезных нарушений, то тут пощады не будет. Правила дорожного движения одни для всех. И нарушителей ждет соответствующее административному кодексу наказание. У нас отношение к туристам, скажем так, лояльно в том плане, что мы незначительные нарушения, это по части 1 117 статьи административного кодекса, мы не привлекаем к административной ответственности, обходимся устным предупреждением и стараемся вообще не останавливать данный транспорт. На пресс-конференции речь шла также о современных средствах видеонаблюдения, которые могут фиксировать малейшее нарушение правил дорожного движения на дорогах страны. Пока их на республиканской автодороге только 20, но Батал Агрба заверил, в скором времени их станет в 2 раза больше. Нисфа Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. С середины мая в республике началась реализация межведомственного соглашения между Минздравами Абхазии и России по выдаче полисов обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии. По всей республике организовано 7 пунктов выдачи полисов в Гагре, Гудауте, Сухуми, Агудзере, Ачамчире и Тхорчале. О том, как идет процесс оформления полисов ОМС, в нашем следующем репортаже. В столице Абхазии действуют 2 пункта выдачи полисов обязательного медицинского страхования в республиканской больнице и в городской поликлинике. На дверях каждого пункта висит перечень необходимых документов и условия оформления полиса ОМС. К нашему удивлению, никакого скопления народа в обоих пунктах не наблюдается. Процесс оформления идет организованно и без особых проблем. 10 минут документы оформлены, готовы, через месяц приду, получу, все прекрасно, вообще никаких проблем.
и очередей больших никаких не вижу. Вежливо обращаюсь, объясняют, что непонятно, все нормально. Вот видите, документы неправильные, мне придется новые документы сделать. В каждом пункте работают 2 специалиста российской страховой компании. На обработку данных каждого гражданина уходит в среднем от 5 до 10 минут. Это зависит от количества обрабатываемых документов, так как любой может принести на оформление полиса ОМС документы всех своих родных, друзей и даже соседей. Единственное условие – заявителям необходимо быть гражданином Абхазии и иметь гражданство Российской Федерации, а также документы должны быть действительными, то есть не просроченными. Специалисты особо подчеркивают, что полисы оформляются бесплатно. Мы оформляем и на маленьких деток, и до 18 лет. Просто с 14 лет до 18 нужно предъявлять 2 паспорта: внутренний абхазский и загранроссийский. До 14 лет можно принести либо загранроссийский паспорт на ребенка, либо свидетельство о рождении с печатью о гражданстве Российской Федерации. Также бывает вопрос по стоимости. Сколько это стоит, сколько с нас будут снимать денег. Денег ни с кого снимать не будут. Оформление и выдача полисов производится бесплатно. Мы также побывали в пункте выдачи полисов ОМС в Гудаутской районной больнице. На сегодняшний день оформлено более 1000 заявок на получение страховки. И здесь процесс идет организованно и без очередей. Уже в течение месяца работают сотрудники российской ОМС. Около 1500 человек написали заявление, их вписали в базу, и уже скоро, в ближайшее время, где-то к 20-му, после 20 числа, уже первые граждане наши получат полиса. Вместе с тем граждан Абхазии интересует, какую именно медицинскую помощь покрывает полис обязательного медицинского страхования. Полис ОМС гарантирует оказание экстренной медицинской помощи на территории Российской Федерации, включая госпитализацию. Что касается плановых ситуаций, то в этом случае на лечение в Россию будут направляться больные, которым невозможно оказать медицинскую помощь в нашей стране. Если это помощь, которую невозможно получить в Республике Абхазия, то будет создана комиссия, которая на основании данных диагностического центра, который будет на базе республиканской, мы будем направлять, и только эта комиссия имеет право делать подобного рода направления в любые лечебные учреждения, которые по профилю, по заболеваниям этих граждан, которые обращаются. Кроме того, в рамках соглашения между Минздравами России и Абхазии по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в республику в ближайшее время поступит первая партия лекарств. Это вопрос 2-3 недель, и мы уже сможем граждан обеспечить лекарственными препаратами. Данные у нас есть единый реестр льготных категорий, прям персонифицированный, с указанием их лекарственных препаратов. Как только лекарства прибудут, как только их разобьют по потребности на каждый район, граждане смогут прийти по районам, по месту жительства, получить эти лекарственные препараты. Оформленный полис обязательного медицинского страхования заявители смогут получить в течение 15-20 дней. Кроме того, выдача полисов ОМС не носит единовременный характер. Пункты выдачи полисов будут работать в Абхазии на постоянной основе. В администрации Сухума прошло совещание по вопросам благоустройства столицы. Также обсуждались вопросы готовности города к курортному сезону, а также к празднованию знаменательных дат – 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летия международного признания независимости республики. Репортаж Налыкова. Вопросы координации работы и обеспечения взаимодействия всех городских служб, обеспечивающих благоустройство и надлежащее санитарное состояние города, основные на совещании. Ранее домоуправам были даны поручения провести необходимую работу с руководителями всех организаций, расположенных на их территориях, о чем руководители коммунальных служб столицы и отчитались на совещании. Мы хотим усилить работу по санитарной очистке города, по приведению города в соответствующий вид. Нельзя не отметить, что в последнее время Сухум преобразился. Вычищаются все несанкционированные свалки, регулярно проводятся очистки улиц, парков, скверов. Также был решен немаловажный вопрос, связанный с незаконными объектами торговли на Сухумской набережной. В связи с празднованием 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии в районе центральной набережной до площади Багапша запрещена сезонная торговля. Поэтому все объекты выносной торговли, киоски и павильоны
павильоны переместятся в нижнюю часть набережной от площади Багапша до памятника неизвестному солдату. По распоряжению главы администрации мы начали расчистку набережной от администрации президента до площади Багапша от всех незаконно установленных объектов. Значит, нами было проведено 2 совещания. Одно мероприятие выездное. Мы были на набережной, разговаривали с владельцами этих объектов, дали им определенные сроки. Они за это время должны были демонтировать свои объекты. Сегодня мы вышли на набережную и видим, что половина объектов уже демонтированы, остальные готовятся к демонтажу. То есть у нас люди отнеслись с пониманием, и мы пришли к определенному результату. Адгур Харазия также прокомментировал ситуацию с несанкционированной торговлей вокруг Сухумского центрального рынка, отметив, что данная проблема будет в скором времени решена. Начали наводить порядок вокруг рынка, будем с тротуаров на рынке убирать людей. Мы понимаем их финансовое положение, что людям очень тяжело, и они вынуждены сидят на тротуарах, но все-таки это антисанитария, это влияет на здоровье людей. Мы обязаны сделать так, чтобы продукция, которую человек покупает, чтобы она была чистой, и поэтому будем их убирать, но мы их не просто убираем, мы предоставляем им места, где они могут на выбор 3-4 места по их желанию, чтобы они там могли торговать. До начала празднования юбилейных дат будет проделано еще немало работы по облагораживанию столицы, таких как строительство общественных туалетов, новых игровых и спортивных площадок и многое другое. Преображение улиц города и чистота радует как жителей столицы, так и ее многочисленных гостей. Всегда стараюсь, это приятно. Эту работу я неплохо знаю, вижу. Старания есть. Конечно, по берегу до конца не все сделано, это, наверное, еще дойдут до этого. А я что делаю, и мы должны поддержать. Работы по благоустройству города будут продолжаться, и администрация Сухума призывает всех неравнодушных горожан принять в них посильное участие. Вертолет Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством вместимостью 5 тонн, задействован в тушении возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Гагарском районе. В течение дня на очаги возгорания были сброшены десятки тонн воды. Площадь тления мусора на полигоне составляла около 1 гектара. Данная свалка копится годами. Мусор укладывается плотными слоями и нагревается, в результате чего начинается процесс медленного тления отходов, при котором выделяются высокотоксичные вещества. Сотрудники МЧС Абхазии не исключают и человеческий фактор возгорания на мусоросвалке. В то же время отмечается, что тление мусора на свалке происходит практически ежегодно. Имеющейся у Абхазского спасательного ведомства спецтехники недостаточно для тушения возгораний на подобных объектах. Участие авиации российского МЧС, задействованной в тушении мусоросвалки в Гагарском районе, осуществляется в рамках межведомственного договора, заключенного между МЧС Абхазии и Россией. Методы решения проблем на полигоне твердых бытовых отходов в селе Лахадзе Гагарского района были обсуждены сегодня на рабочем совещании, которое провел вице-премьер Республики Абхазия Астамур Кецба с представителями Госкомитета по экологии и охране природы, МЧС, Госсанэпидслужбы, Минздрава и других заинтересованных ведомств. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. По данным МЧС Абхазии, из-за самовозгорания на мусорном полигоне Лахадзе в регионе сложилась неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Для разработки плана по предотвращению распространения инфекции и нанесения вреда здоровью людей распоряжением Кабинета министров была создана специальная комиссия под председательством Астамура Кецба. По итогам совещания было вынесено решение о рассмотрении возможности переноса полигона в Гулрыбский район, где особенности территории позволяют организовать объект по всем правилам и нормам. В Сухуме начался 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Торжественное открытие состоялось премьерой спектакля «Широколобый» по отрывку из произведения Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» в Русском государственном театре драмы, носящем имя писателя. Мероприятие посетил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Международный фестиваль будет проходить по 15 июня и включает в себя различные культурные мероприятия. Подробности в репортаже Саида Джарсалия.
Министерство культуры и историко-культурного наследия совместно с Международным фондом «Искандера» при поддержке президента Республики Рауля Хаджимба ежегодно проводит Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека», который собирает почитателей творчества знаменитого писателя. 4 года он собирает в Абхазии всех, для которых творчество Искандера стало таким мощным источником творческого вдохновения писателей, художников, режиссеров. Этот фестиваль проходит и поддерживает самые интересные творческие инициативы. В этом году открытие 4-го по счету международного фестиваля состоялось премьерой спектакля «Широколобый». Это первый полноценный спектакль на сцене Рустрама по отрывку из произведения Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Для нас это премьера многократная. Это не только просто премьера спектакля, это премьера существования Искандера на этой сцене. Режиссер-постановщик спектакля Искандер Сакаев, большой знаток и почитатель творчества писателя. «Широколобый» — это новелла-притча о любви, предательстве, спасении и смерти. Все это Фазиль Искандер передает в аллегорической форме через образы животных. В рамках фестиваля в Дом юношества в Сухуми сразу 2 мероприятия – выставка рисунков юных художников и презентация карты для литературной экскурсии «Сандро и Гагры». 4-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера завершится в пятницу, 15 июня, в Малом зале Абхазского государственного драматического театра, где состоится презентация короткометражного анимационного фильма «Мальчик и война» режиссера Мадины Аргун. Саид Джарсалия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сегодня в рамках 4-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» в Сухумском доме юношества прошел художественный конкурс детского рисунка «Грушевый компот». Мероприятие проводится 2-й год. Название конкурса определил литературный образ, созданный Искандером в рассказе «Детский сад». Кроме того, во дворе СДЮ растет та самая груша, плоды которой стали источником философских размышлений главного героя детских рассказов Фазиля Искандера Чика. Конкурс – это еще одна история, которая укладывается в концепцию фестиваля Фазиля Искандера. И мы будем проводить ее каждый год, отметила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия и пожелала юным художникам творческих успехов и интересных идей. В конкурсе приняли участие учащиеся секции живописи Сухумского дома юношества, детской школы живописи «Айнар» и школы Алашара. Были прочитаны отрывки из 6 произведений Фазиля Искандера, а дети в это время рисовали картины на основе образов, которые возникли в их представлении в ходе чтения. Победители конкурса награждены грамотами и подарками, а их работы будут выставлены на вернисаже детского рисунка, посвященного 90-летию выдающегося писателя. Нам хочется, чтобы этот конкурс детского рисунка, конечно, разрастался по всей Абхазии. Я думаю, что в будущем году, возможно, подключатся и художественные школы, и какие-то студии отдельно, каждый у себя, может быть, проведут вот такие конкурсы, а мы что-то такое потом грандиозное придумаем по результатам вот этого вот такого масштабного уже конкурса детского рисунка. Потому что это всегда праздник, это всегда ярко, это всегда здорово. Груша – это символ нашего фестиваля. В завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии сохранится малооблачная жаркая погода. Температура воздуха ночью плюс 17-20, днем плюс 29-34 градуса. Температура морской воды плюс 23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.